Секрет успешных взаимоотношений в семье. Я не такой успешный папа, такой неуспешный муж. Мне еще надо учиться и учиться. Я в браке, вот мы с Татьяной, вот у нас в июне будет 16 лет, хотя мне уже скоро 62 года, вот, молодой еще папа, да, еще учится который. Знаете, у человека на земле есть разные отношения. Отношения есть к деньгам, к какому-то материальному, да? Есть отношения на работе, на учебе, с коллегами где-то, к животным есть даже отношения. Но один человек очень хорошо сказал, мне очень нравятся эти слова. Когда ты больной, то тебя не погладит по голове твоя работа и не поднесет стакан воды и тарелку еды твои деньги. Это могут сделать твои родные, муж, жена, твои дети. Больше всего на свете нам нужно дорожить этими отношениями, и мы сегодня будем говорить об этом, чтобы в действительности мы могли научиться тому, что Бог говорит. Давайте мы откроем первое место Писания, это Псалом 126, очень хорошее место Писания, 1 стих. Здесь написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж». Как ясно, четко здесь говорится, что требуется архитектор, художник в наших отношениях с мужем, женой, в семье, с детьми. Нужен художник и архитектор. Потому что мы, как я здесь когда-то проповедовал, говорил, мы просто кляксами рисуем. Но Господь, Он хочет рисовать в нашу жизнь, хочет строить. И поэтому нитка, скрученная втрое, она не скоро порвется. Знаете, я хотел бы пример привести. Хороший пример – это вот я, когда приехал в Москву, в библейскую школу учился, я как-то раз ехал по мосту, или там мост был, или это была эстакада какая-то, ехал, и я видел, как Москва-Сити строится. И я заглянул туда вниз, мы ехали на машине, и я увидел такую глубину, такая глубина этого котлована. У меня аж голова закружилась, думаю, Господи, я первый раз увидел такой котлован. Но они не такие большие, они там, некоторые зданиях это по 20 с лишним метров, некоторые 30, но самый большой там 50. Когда мы были в Санкт-Петербурге, там Лахти-центр мы ходили. В Лахти-центре глубина котлована, потому что там почва, она ходит туда-сюда, там болотистое место. Котлован там вырод на рекордную глубину, на 80 метров. Это 25 этажей дом. Представляете, какой это? И забиваются туда сваи, или сверлятся эти сваи туда, и они заливаются еще бетоном. И это здание, когда сильные ветры, потому что везде, где строят высотные здания, они всегда учитывают почву, они всегда учитывают, какая атмосфера там, какие ветры, землетрясения. И они на основании этого строят этот фундамент. Фундамент очень важный. Какой фундамент ты построишь, такое будет твое здание. Столько оно простоит. Фундамент очень важный. И знаете, этот фундамент еще, он сделан так, они его делают так, где очень сильные ветры, он отклоняется. И если ты сидел, вдруг кушал в этом ресторане, ты вдруг оказываешься через некоторое время на полметра здесь или через некоторое время, но ты этого не замечаешь даже, потому что там сваи, они сделаны как амортизаторы на машине. Все продумано, все сделано. Но мы посмотрим, как Бог говорит о том, что мы должны положить основания. Откроем, давайте мы Луки, 6 главу, Луки 6 глава, и там прочитаем, 6 глава, прочитаем 47 там стиха вроде, 47 по 49. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий», не просто слушать,
Мы не должны просто слушать, мы их должны исполнять. Знаете, мы иногда, часто очень приходим, слушаем, аминь говорим, радуемся, как классно, пастор, ты проповедовал, как здорово это было, но вдруг мы вышли отсюда и забыли, кто-то на пути встретился, о чем было собрание? Ну, о Иисусе Христе. Ну, понятно, о Иисусе Христе. Ну, о кресте там. И забываем, дьявол приходит и крадет просто. И он говорит, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, засучил рукава, копал, углубился, положил основание на камне. У нас камень Иисус Христос, Слово Божье. Почему, когда случится наводнение, и вода наперла на дом тот, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Как мы сегодня пели, шторм придет, буря придет в твою жизнь. Ситуации семейные, они приходят постоянно, они постоянно вот тебя. И у нас должен быть фундамент настолько гибким, сбалансированным. Когда у меня есть отношения с женой, я должен быть готов, потому что меня может понести и сюда, и туда, но меня не должно унести туда, чтобы этот дом свалился, развалился. Все рассчитано, у Бога все рассчитано. Потому что Он, если Он не созиждет этот дом, то напрасно трудится человек, напрасно мы трудимся. Если нету Бога, то все это напрасно. Сразу очень хочу подчеркнуть важную мысль. Невозможно этот дом одному построить. Мы должны вместе с женой строить. И дети, они там внизу, конечно, они особо не участвуют в этом. Ответственность несем мы. Я как муж-глава, моя жена как помощница. Мы вместе строим этот дом. И мы активно должны участвовать. Не просто так сидеть. Знаете, это бывает так, что дом пытается построить жена. Она бегает туда-сюда, суетится, и кухарка, и деньги добывает, и детей воспитывает. Все одна. Невозможно. Вам скажу, невозможно. Она не терпела. У нее терпение кончится. У нее терпение кончится. Когда-то она человек. И поэтому должны активно строить. И мы будем смотреть, как это строить сегодня. Матвея 19 глава. От Матвея 19 глава откроем. И там прочитаем. От Матвея 19 глава. И прочитаем там 5 и 6 стих. «И сказал посему оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Так, что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот фундамент этот, мы, когда строим с женой, мы прилепляемся, знаете, это такое, это вот ни одного шанса нет у дьявола, оно настолько слиплено, прилепиться к жене, что туда ничего не может залезть, невозможно. Мы не даем место дьяволу, мы даем место только Богу. Если мы дадим место дьяволу, то он с удовольствием туда войдет. И мы часто, люди, муж или жена, они дают своими словами, своими делами, своими поступками, дают место дьяволу вникнуть туда, пролезть. И если он пролезет, я вам скажу, он будет довольствоваться, он будет просто ухмыляться, он просто будет играть. И поэтому мы не должны допускать прилепиться, отлепиться от кого? От матери, чтобы мама не приходила. Теща – это хорошо, я не против тещи. Но, знаете, когда она приходит и начинает учить, свои порядки ставить, то начинаются проблемы. Знаете, у нас была ситуация с Татьяной, когда я пришел в ней дом и сказал, она будет моей женой. Ее мама, она жила с мамой, и мама там смотрела, она была хозяйкой, за домом смотрела, за Ильей, за Леной, за детей ее первого брака.
И она сразу сказала, только через мой труп. Он ни за что сюда не пролезет. Знаете, слава Богу, был Божий человек. Мы пошли к Божьему человеку. Слава Богу, идите всегда к Божьему человеку. Когда у вас ситуация трудная, когда у вас уже здание не разрушилось, чем раньше вы пойдете, тем лучше. Когда здание даст трещины, то когда придет Божий человек, с Божьей помощью эти трещины, они будут устранены. И слава Богу, был Божий человек. Это Питер Вихман. Я благодарен ему. Кто-то из вас, наверное, знает. Вот он служил там в Нерюнгере, 10 церквях служил. Очень классно служил. Он в годах. Не знаю, он живой, нет еще. И мы пошли к нему, и он сказал нам такую вещь. Он меня сразу спросил: Олег, ты любишь свою жену? Я говорю, я просто ее люблю. Я влюблен в нее вообще. Я люблю ее вообще. Он задал мне еще несколько вопросов. Почему, как ты там хочешь с ней жить? Я ей ответил. Я ему ответил. Он говорит, все понятно. Просил у Тани. И Таня также сказала, да, я хочу с ним жить. Хочу связать с ним. И вот ситуацию мы все обрисовали, и он сразу говорит, вам первый совет, помолитесь. Ну, прежде, конечно, помолитесь, но потом купите билет маме и отправьте ее в Смоленск. И я со стула чуть не упал, честно говорю. А Таня, я представляю у Тани, какое было у нее было состояние, маму. Мама у нее авторитет. Мама заправляет всем домом. Таня добытчик, работает на работе. В церкви служит еще на машине своей. Она как мужчина засучила рукава и все делает. И он говорит, поступите так, сделайте так. Если вы действительно любите Бога и любите друг друга, хотите соединиться, помолитесь об этом. И я сразу Татьяне говорю, потому что я вижу ее состояние какое в лице, как она изменилась. Как будто слезы и пот полились через нее. Все происходило внутри у ней. И я ей говорю, Таня, может, тебе стоит подумать. Я уже дал трещину, представляете? Дал трещину в этих отношениях, хотя я ее люблю, я понимал, что это она моя. Но я уже дал трещину. Уже из-за того, что дьявол вполз, я говорю, может, ты подумаешь, хотя он дал совет нам. Божий человек, и мы иногда не используем этот Божий совет. И начинаем искать свои пути, человеческие пути. И тогда Бог, Он уже не созидит наш брак, Он уже не созидит наш дом. Я говорю, Таня, может, ты подумаешь? Я говорю, я действительно еще тот перец. И она потом мне говорит, нет, ты сладкий перец. И я понял, что не надо ее отпускать, ни в коем случае эту женщину. Я первый раз услышал от женщины, что я сладкий перец. И я сказал, у меня внутри просто не отпускай ее. Это твое. О чем ты молился, о чем ты мечтал многие года. И я понял, давай действуем. Таня, но только это все на твоей ответственности. Я молюсь, потому что с твоей мамой я не буду воевать. Я не такой человек. И она пошла к маме. С мамой говорила, там были слезы и покаяние. Таня там ее просила, там умоляла ее. Но купила ей билет в Смоленск. И мы были благословены. И мы благословлены до сих пор. И через это родились 4 прекрасных, чудесных детей. И также и она благословилась. Она сама благословилась. Потому что я понял, что мне нужно поехать к ней и наладить с ней отношения. Нельзя оставлять так. Надо поехать к ней. И я поехал, и мы наладили с ней отношения. Слава Богу. Она сейчас, мы верим, она на небе. Слава Богу. Знаете, одного человека однажды спросили, кто такой счастливый человек?
Вот слушайте внимательно. Кто такой? Спросили простого человека. Кто такой счастливый человек? Он сказал, счастливый человек – это тот, которому утром хочется на работу, а вечером ему хочется домой. Для него работа не каторга, а семья – это место рая и отдыха, и наслаждения. Вот так мы должны. Знаете, когда я был в миру, я часто очень, когда мы встречались с друзьями, у меня не было жены, они все были семейные, я был один, холостой, и мы там встречались, и мы там общались, выпивали, общались. И они все время сидели, потому что у меня была квартира, они сидели в моей квартире. И я говорю, ну, ребята, уходить пора. Они говорят, да нет, ты что? Я все время спрашиваю, а почему вы не идете домой? Уже время, мне нужно здесь как-то самому отдохнуть. А они говорят, чем позже мы домой придем, чем лучше вечер проведем. Потому что жена, она вау-вау. Особенно если пьяный придет. Еще без денег, без подарка. То жена загрызет. Как рассказывал тоже, говорит, друг этот, он говорит, я, говорит, домой прихожу, говорит, дверь стучусь, она дверь открывает, я, говорит, дыш, бревном падаю специально. Ну, он подстрахуется, он спортсмен бывший. Раз так, дыш. Жена, что случилось? Пили, жена, пили. А она сразу отходила, сразу ему кушать готовила, спать укладывала. Ну, такой юморной был. Парень выходил из трудной ситуации. Экклезиаста откроем 9.9. Экклезиаста 9.9. Так. Экклезиаста 9.9. 9.9. Здесь читаем. Наслаждайся, слышите? Наслаждайся жизнью и женою. Мы, мужчины, слышите? Мы должны наслаждаться жизнью и женою. Обязательно должны наслаждаться. Здесь написано, женою, которую любишь. Которую любишь. Если не любишь, ты не будешь наслаждаться. Во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, и какими ты трудишься под солнцем. Аллилуйя. Итак, мы должны знать, что нам делать, чтобы наша была семья крепкой, чтобы сильно прилепиться к жене и стать одной плотью. Прилепиться – это, как я вам сказал, это никакой нету возможности дьяволу туда проникнуть. И Дух Святой, слушайте внимательно, братья, сестры, внимательно, кто семейные, слушайте внимательно, задумайтесь. Дух Святой хочет, чтобы каждый задумался, что я делаю. Слышите, что я делаю в этом строительстве? Какой я материал несу в свою семью? Какой материал вы несете? Честно. Вот каждый сейчас пусть думает, Дух Святой, какой материал я несу, чтобы в строительстве дома, этого чудесного райского дома, райские, чтобы были отношения с женой, с детьми, чтобы я приходил домой, как в прохладе дня ходил, чтобы на столе было накрыто, чтобы все было чисто. Ну, так не бывает, конечно, идеально, но все равно мужчине это охота, чтобы его жена уважала, ценила. Какой материал должен быть? Какой раствор мы должны принести, и чтобы все это скреплялось? Давайте мы посмотрим, какой раствор нужно добавлять в семейные взаимоотношения. Потому что мы фундамент уже заложили, мы поняли, фундамент – это Иисус Христос, этот камень мы заложили. Первое – это общение с Богом и друг с другом. Вот примерно так. Я не художник, так что извините. Вот черным рисовать, лучше синим. Вот у нас наши отношения. Смотрите. Вот, это муж здесь, да. Здесь жена, а здесь Бог.
Вот у жены должны быть заветные отношения с Богом. Обязательно. Прежде всего, жена должна иметь отношения, муж должен иметь отношения, заветные отношения. И тогда у нас есть заветные отношения друг с другом. И тогда мы говорим, молимся, клянусь, да, у меня заветные отношения, я говорю, я клянусь быть с тобою, да, в горе, в радости, богатстве, нищете, в болезни, в здоровье. До самой смерти, пока смерть не разлучит нас, мы с тобой будем, Татьяна, вместе, потому что у меня есть заветные отношения с Богом. Если нет заветных отношений с Богом, то оно разрушится. Оно разрушится. Когда есть напряжение в семье, вот напряжение, стена стоит. Знаете, вот стена, мы ставим стену друг с другом. Если у нас есть напряжение, то автоматически эти отношения, они переходят сюда. У нас есть стена с Богом. Мои молитвы Бог не слышит, если у меня есть напряжение, если я создаю это напряжение в семье. Если я ее притесняю, если я говорю, да ты что, ты должна подчиняться мне. Ты должна это делать, почему ты это не успела, а почему ты это там? Или она, а почему ты не привез ничего, а что ты не купила? Знаете, у нас напряжение начинается, атмосфера накаливается в этом доме. Бог тогда не созидит этот дом. Мы должны слышать Бога. Давайте мы откроем первое место Писания Ефесянам, это известно Ефесянам, 5 глава. Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. И там прочитаем известные вот эти стихи. 22 по 25. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Во всем, слышите, жены, сестры, слышите, во всем. Но мы еще будем смотреть, как вы должны, почему. Это не, знаете, это не приказ. Это как мужья часто очень, вот выучат одно, ты должна мне подчиняться, и все. Мы должны все ясно, четко с этим разбираться. И 5 и 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал ее за себя». Аллилуйя! Знаете, у каждого мужчины и у женщины есть внутреннее требование. У меня внутреннее требование, чтобы жена меня уважала, а не пилила и не говорила, какой ты серенький. А вот сосед такой высокенький, красивенький. У тебя машина от Toyota Wish, а он на Land Cruiser ездит. Она в шубке ходит, норковой, а я в китайском. Мужа нужно уважать. Когда есть уважение, я вижу, когда Татьяна уважает меня, она подчиняется, я просто восхищаюсь, я просто люблю ее, я просто лечу. Мы просто соединяемся. Это просто скрепляет нас намного сильно. Ефесянам прочитаем, вот я раньше задавался вопросом, как я должен любить свою жену, как я должен любить, как бы кажется, подарки дарить, цветы, понятно это, но из Писания смотрел, искал, но понятно, что Иисус хорошую проповедь, Алексей проповедовал, да, о том, что новую заповедь даю вам. Прекрасная проповедь просто. Прослушайте обязательно. И о воспитании детей. Хорошая очень проповедь. Обязательно слушайте по несколько раз. И лайки ставьте, и слушайте. Лайки, может, не так обязательно, но слушать это нужно обязательно, потому что это вам поможет. По несколько раз нужно слушать.
Вот что значит как бы любить свою жену, да? Любовь. Ефесянам, вот я здесь как бы увидел, Ефесянам 5 глава, и здесь прочитаем 28 и 29 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает, вот эти слова, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Потому что Бог, Он церковь свою греет и питает, если она в послушании, знаете. И здесь мы читаем, с греческого «питает» и «греет», с греческого переводится, оригинал переводится «ухаживать», «кормить» и «защищать». Вот как. Вы замечали когда-то, когда-нибудь, у нас цветы, например, Татьяна, не пошли, да? У нас и Таня поливала, и девочки поливали. Но они засохли, потому что часто не поливали, за ними не следили. Знаете, а к другим людям придешь, и просто потрясающе у них зелень, цветы эти растут. Смотришь, думаешь, Господи, какая красота, какое благоухание просто. А знаете почему? Потому что, когда ты спрашиваешь этих людей, они заботятся об этих растениях, они ухаживают, они кормят эти растения. У них витаминчики там добавляют, там, сорняки убирают. Нам цветы нравятся, а они любят цветы. Также и животных. Вы видели, животные есть. Извини меня, ее не моют никогда, не кормят нормально, она ходит куда попало. А есть, которых заботятся, моют. Они любят своих животных. Это чересчур, конечно. Другая канава. Вот так же и я должен свою жену любить, кормить ее, если мы любим. Не просто слова говорить, не просто слова говорить. Слова тоже нужно говорить, потому что жена, как говорится, есть поговорка, женщина ушами любит. Да? Слова тоже, они действуют, но больше нам нужно переходить на дела. Любить же жену свою, это значит ухаживать, заботиться, защищать, выслушивать ее. Я по первости вообще жену свою не выслушивал, а я все сразу решил, моментально все быстренько решил. Говорит, Таня, вот так это. Она только начинает говорить, я сразу даже не даю ей высказаться. Слава Богу, Бог учит в течение процессе этих лет. Мы такие, мы никогда не хотим выслушать кого-то, человека. А свою жену тем более я должен выслушивать. Она мне как-то раз сказала, ты такой миленький в церкви, служишь там. А домой придешь, что-то какой-то странный ты. Вот какие мы дома, такие мы настоящие, вам скажу. Вот мы настоящие. Какие мы дома, такие мы настоящие. Такие мы. Так что не надо сюда приходить и маску натягивать. Конечно, мы должны прилично в церкви вести себя. Это ясное дело. Но не чересчур же. В роль входи. Да я в роли. А у меня сегодня утром крылья спали. Утром я был с крыльями. Пока сюда шел, они упали. Знаете, когда ты будешь любить свою жену, когда ты любишь, ей очень легко подчиняться. Мужчины, вы слышите? Мужчина, братья, вы слышите? Когда ты любишь свою жену, ей очень легко подчиняться. Вот только когда я бываю иногда злым, жена мне не подчиняется, хоть атомную бомбу взорви. Она мне не подчиняется, она сразу видит. Но бывает, она мудрая жена, бывает, она иногда меня так, знаешь, как этот, знаете, бандерлоги. И так же она меня. Олежка, ты лучший герой.
Я сразу такой, опа, в чем дело? Сразу раз присел. Ты самый лучший герой мой. Весь Голливуд, говорит, отдыхает. Ты у меня вообще. И все, и сразу же. Она бывает. Он чаще так делает. Но бывает иногда, да, тоже она в позу встает. Вот. Знаете, я когда по первости с ней мы жили, я ей часто писал письма. Там под подушку положу, там в кармашек ей там. И потом смотрю, она читает и плачет от радости. И я забыл это на протяжении многих лет. И я забыл. Знаете, оно как-то ушло. Как-то вот в семье у нас, как-то, чем дальше живем, тускло становится. У нас должно все красивее и красивее быть. А у нас тускло становится. И мы как поехали в Сунтары. Перед тем, как поехать в Сунтары на миссию, я думаю, вдруг мне такое. И я ей накатал письмо. Просто оно мне просто лилось, просто как Татьяне, как Пушкин Сергей Александрович там. Ты мое видение, там очи твои такие, ой, ты моя там. Просто лилось. И потом уехал так, забыл. Потом приехал, я даже не вспоминаю. И потом, говорит, приходит ко мне, плачет, улыбается мне. Спасибо, Олежка, спасибо, мой герой. Ты такое письмо написал мне, прямо я не могла оторваться. Мы должны, мужчины, слышите, пишите письма, не забывайте, смс-ки по WhatsApp. Любите, женщина ушами любит. Иисус, Он любит, здесь написано, Он любит свою церковь, Он кормит, Он ухаживает. Он отдал себя ради церкви, отдал свою жизнь. Знаете, вот один мужчина, он как-то решил, как вот фарисеи, саддукеи, они все время искушали Иисуса. И один в церкви решил, такой очень начитанный, он решил пастора одного мудрого как бы искушать. И он пришел, и он говорит, вот вы все говорите, жена должна подчиняться. Надо сменить эту пластинку старую, выбросьте ее, потому что вы ко мне можете прийти и увидеть, как жена мне подчиняется. Приходите ко мне домой. Пастор был мудрый, он сказал, я к вам не пойду домой, но я вам расскажу одну историю. И он рассказывает, он говорит, я как-то был у своего друга, и мы с ним общались, сидели мило, и вдруг его мальчик, его сын дал прыгать на кровати или на диване, стал прыгать, кричать что-то. И он ему говорит, сядь, пожалуйста, сынок, сядь, успокойся. Но он продолжает все равно, продолжает это делать. И потом он вдруг резко, сядь, тебе говорю! Он говорит, я аж вздрогнул. Я, говорит, аж вздрогнул. И сын такой раз сел. И потом говорит, папа, я сижу, но внутри прыгаю. Вот так же и жена. Она, знаете, можно подчинить жену свою. Можно заставить ее не любовью, а просто приказами, криками. Они в этом миру тем более руками, кулаками подчиняют. Ужасно. Это просто ужасно. Это мужик, что ли? Это не мужик, который руки свои распускает. Женщина, которая может в свободе, в радости подчиняться мужу, это и есть женщина, которая любит Бога. Она любит Бога и видит, как ее искренне любит муж. Она видит это. Второе. Надо ускоряться. Это грань любви, доверие, это грань любви. Вот доверие должно быть. Чтобы мы вместе, муж и жена, мы вели себя достойно. Мы не давали повода. Вот. Понимаете? Женщины, они такие бывают. Раз вот в отпуске, у меня там кошелек, деньги, я такой, смотрю, одна стоит такая, и реснички такие. Из пулемета стреляет своего. Мне жена говорит, ты что, Олежка? А у нее все открыто вот здесь. Знаете, мы должны достойно вести, достойно. Она у меня единственная лилия, и вокруг нее все тернии растут.
Это в Писании так сказано. Вы не думайте, я не придумал. Лилия, она и для каждого, для вас также, мужчины, братья. У вас жена ваша лилия, а вокруг это, они могут быть и покрасивее, но они тернии для меня. А женщина, говорит, она, говорит, среди деревьев муж ее яблоня. И она в тени сидит и вкушает эту яблоню, насколько он сладкий. Поэтому ты не зря сказала, что я сладкий перец. Она вкушает. Там написано так, песни песней. Доверие. Знаете, а у нас какое доверие бывает? Раз жена ушла, алло, ты где? Да я только 3 минуты тому назад вышла. Ты где уже? Знаете, доверия нету сразу. Где жена, где муж? И друг другу начинаем звонить. И очень важно также в этом доверии, чтобы была честность, я вам скажу. Очень нужна быть. Знаете, наш дьявол, у нас день злой был, дьявол атаковал наш брак. Знаете, но то, что я честно рассказывал своей жене, честно, мы смогли в день злой устоять. Потому что мы знали, как устоять. Потому что я честно ей говорил. Я ей честно показывал свой телефон. Я ее не прятал где-то. Я говорю, вот, перепиской, вот. И мы читали вместе, мы вместе молились, мы вместе стояли в проломе. Вы скажете, как так? Многие говорят, к тебе уже 60 лет, ты что, как женщина? Вот так. И в 60 лет есть атаки, и в 70. Авраама тоже атаковали в 90. Притчи 31 главу откроем, почитаем. Притчи 31 глава, это вот о доверии. 31 глава. И там почитаем с 10 по 11 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Видите, как честность, когда есть доверие, у нас должно быть доверие. Третье – это дружба. Лучший друг, я вам скажу, это жена, это муж, это лучший друг. Прежде всего Иисус, конечно, но потом это, конечно, наша жена или наш муж. У нас должны быть общие обязательные интересы. Таня, она очень быстро, я долго вливался в это, чтобы какие-то ее общие ее смотреть. А она так быстро влилась. Я любил спорт смотреть там, мы футбол там с ней смотрели, она садилась со мной, футбол смотрела. Аршавин там гол забил, чемпионат Европы, там со мной вместе сидел, биатлон мы с ней смотрели. Сейчас это все ушло. Но когда-то она посвятила себя, и она вместе со мной, она знала и футболистов, и хоккеистов, и биатлонистов, чтобы рядом со мной сидеть. И меня это так просто захватывало. Она ничего не знает про спорт, а тут со мной сидит, болеет, смотрит, как я там. Снимает меня на телефон. О, какой ты эмоциональный. Детям показывает, смотрите, папа болел вчера. Вот здесь. У нас должны быть общие интересы. Знаете. Время, чтобы мы могли уединяться. Конечно, у нас этого мало. Когда детей много, этого мало, но мы всегда старались, всегда находим время, какое-то время, чтобы уединяться. Вот. И через эту дружбу, знаете, я восхищаюсь Татьяной. Восхищаюсь. Через эту дружбу я восхищаюсь с ней. Знаете, у нас, как в спецназе, мы уже 16 лет, вот 21 июня будет у нас 16 лет, как мы с ней вместе. И мы друг друга, когда дети или там народ где-то, там в Санкт-Петербурге, мы жестами. У нас мимика такая, она незаметная, никто не видит. У нас уже на мимику переходим, чтобы словами не говорить. Это есть глубокие вот эти взаимоотношения. Они с годами приходят, потому что по первости этого и не было. Они с годами приходят. Я верю, что вот это и есть глубокие, через общение, через дружбу.
через любовь. Четвертое – это финансы. Сегодня мы как раз об этом и говорили. Потому что из-за материальных трудностей, когда мы, мужчина, вот откроем 1 Тимофея, 5 глава, 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, а особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот. Мужчина должен обеспечивать свою семью. И у нас должна быть в семье финансовая мудрость. Я когда пришел, я все-таки отучился в библейской школе, какие-то курсы проходил там. И когда мы пришли, я сразу Тане сказал, у нас будет бюджет. Потому что она без бюджета жила. Она так, как деньги есть там. Сегодня есть, завтра вообще ничего нету. Она такая добрая. Всем давала, а у самой в холодильнике ничего нету там. И тому подобное. Я говорю, у нас будет бюджет, Татьяна. Все, вот бюджет мы запланировать должны. У нас должен быть запланировано. Первое, мы сразу отрезаем десятину. Мы сразу отдаем Господу это. Вот, куда-то жертвуем еще даем. Смотрим, молимся об этом. И потом мы распределяем свои коммунальные там, и тому подобное. Мы должны правильно использовать свои финансы. Давайте мы не будем здесь задерживаться, у нас не так много времени. Хотелось, конечно, больше сказать. Но мужчина должен быть добытчиком, жена ему помощница в этом. И финансовая мудрость пусть будет, чтобы правильно распоряжаться. Сегодня Алексей об этом говорил. Правильно, прежде всего, правильно распоряжаться деньгами. И это основная масса. Пятое, интимная жизнь. Очень важная, вам скажу, очень. Детей нету здесь? Есть, да. Но надо их как-то убрать тогда. Так, интимная жизнь. 1 Коринфянам 7 глава. 1 Коринфянам 7 глава. Это очень важно. Вы никогда не пренебрегайте этим, дорогие. Особенно в семье с мужем и женой. 1 Коринфянам 7 глава, с 2 по 5 стих почитай. «Но вы во избежание блуда, каждый имей свою жену». Слышишь? И каждая имей своего мужа. Свою жену, не чужую, не соседку. А то некоторые, если я был султан и имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Да вы что, вообще что ли? Такого даже в мыслях не должно быть. Даже в мыслях. Она моя лилия. Остальные вокруг, они, может, красивее ее, но они тернее. К ихнему сожалению. Знаешь. И когда вот женщина смотрит там с вожделением, я сразу же. Я говорю, я вам не угрожаю, просто я занят. Я занят, окольцован уже. Видите, здесь написано, во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Это долг любви. Долг любви это. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Слышишь? Я когда Татьяне сказал первый раз, он говорит, как так? Ты что, вообще, что ли? Ну вот так, Татьяна, ну что сделаешь? Ну я тоже не властен. Ты тоже, если хочешь иметь, имей. Она вообще в шоке. Ну это Писание же говорит, это же взрослые вещи. Это же не детский сад. Понимаете? Не уклоняйтесь друг от друга. Вот честно скажите, уклоняетесь? У меня голова болит. Ой, и так месяцами голова болит у тебя. Я устал, у меня физическая работа. И вот таких бы встречал братьев. Я устал, я не могу, у них проблема. Я работаю, не покладая рук. У них с женой уже 3 месяца не было. Знаете, а дьявол, он использует это. Дьявол, он входит. Это ты как бы даешь место дьяволу. Ты открываешь эту щелку, и дьявол пролезет туда. Даже вы не думаете, ой, да все будет хорошо, я такой сильный, я такой мощный.
поверьте, мощные такие упали проповедники. Они падают просто штабелями. Их много очень падает, сейчас особенно. Не только в Америке, и в России. Разводятся слева направо и пастора, и ихние жены. Да потому что не надо давать место дьяволу, не открывать это. Лучше с женой общаться насчет этого. Вот почему у нас должно быть общение, дружба. Мы должны ясно, четко, у нас должны быть это общение, эти разговоры. Здесь не уклоняйтесь друг от друга, разве только по согласию. По согласию мы можем, мы же здравые люди, а не какие-то животные. Мы по согласию все делаем. На время для упражнений, и то на время для упражнений в посте, молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот. Ясно и четко здесь сказано. Потому что если этого нету на постоянной основе, если нет у вас общения, разговора насчет этого, вы должны общаться, говорить об этом. Брак, он должен прогрессировать. Все лучше и лучше. У нас с каждым годом все лучше и лучше. Таня не даст соврать. С каждым годом все лучше и лучше. С каждым годом я нахожу в ней изюминку. Я каждым годом восхищаюсь ее. Хотя ей 56 лет. Я восхищаюсь ею. Какая она красивая, какая она добрая, какая она женственная, какая она мудрая. Семейные отношения – это отношения длиною в жизнь. Длиною в жизнь эти отношения. Не на недельку, не на месяц, не на год, как часто сейчас. Ну, год поживем, да посмотрим. Как кто-то мудро сказал, сейчас прочитаю. Илья, можно вывести, да, это? Как кто-то мудро сказал очень. Самое главное и важное в жизни – это семья. Слышите, дорогие мои? Самое главное и важное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а потом та, которую ты сам создаешь. И глупые те люди, которые считают, что карьера, деньги, клубы, гулянки куда важнее всего этого. Важнее твоей семьи, твоих детей, твоей любимой жены ничего не может быть. Нужно помнить это. Карьера не ждет тебя дома. Деньги не вытрут твои слезы, а слава не обнимет тебя ночью. Потрясающие слова. И знаете, мужчины, братья, слушайте, вот одна из самых важных качеств для мужчины – это брать на себя ответственность. Вот с этим было у меня всегда трудно. Но когда я пришел к Богу, я понял, что если я не начну брать ответственность, а мне уже столько лет, то ни одна женщина за меня не выйдет. Потому что Татьяна сразу, когда она узнавала, даже колесо не может на машине поменять. Мы как-то ехали у нее, с ней дружили, она колесо спустила. Она: ты умеешь менять колесо? Ну, ты сядь, говорит, в машине, я сейчас выйду, там мужика. А он меняет колесо, а ты там сзади на заднем сиденье прячься. Я говорю: нет, дорогая, давай я помолюсь, ты мне скажешь, где какие там гайки, что крутить. Я помолился. Она меня это все вытащила, говорит: вот так, вот там стоит. Я помолился, говорю: Господи, не дай меня опозориться. И поднял, и поменял колесо. Знаете, я сел в машину, я заплакал. Честно вам говорю. Я заплакал, мне слезы просто так навернулись. Я говорю: спасибо, Господь, я дальше буду двигаться. И так дальше. Возьми дрель и дрелью. Никогда дрель не брал. Что такое? Только в руке автомат, да? Пистолет нет. Дрель. Дрелью нужно вешать картины, шкафы Татьяне. Думаю: Господи, был бы я лучше холостым, да? Нет, ни в коем случае. Нужно брать ответственность. Нужно брать ответственность, чтобы воспитывать детей.
Бог же дал мне их в таком возрасте. 4 детей в таком возрасте, чтобы я мог мудро их воспитывать, правильно. И мы проходили какие-то трудности. Я не говорю, что сразу все было хорошо. Нет, мы проходили трудности и еще проходим где-то. Что-то проходим, но это намного лучше, чем было в начале. И, к сожалению, первый удар весь Илья принял. Да, слава Богу, ну, неправильно где-то. Где-то на Илье я учился где-то. Но я благодарен, он хороший очень парень. Я вам скажу, во. И у нас с ним хорошие отношения. Я его люблю как своего родного. Знаете, вот мужчина должен брать ответственность за свою семью, за служение. И это и есть мужество мужчины. Мужчины, братья, будьте тверды и мужественны. Будьте тверды и мужественны, братья. Это брать ответственность. И сейчас церковь, она начинает развиваться, подниматься на другой уровень. И вы, братья, должны подниматься вместе с церковью, которую Христос греет, питает. Мы должны участвовать в этом. И женщины – это женственность, это богатство женщины. Я вам скажу, женственность. Я вам уже говорил, Татьяна, самое женственное – это богатство. Богатство для женщины. И пример хороший – это Исфирь. Какая она была женственная, да? И она своей женственностью победила целое государство. У нее не было ни армии, ни оружия. Она победила своей женственностью, своей мудростью. Женственность подразумевает – это мудрость. Она мудрая, красивая, добрая. Она думает о других, не о себе. Женственная – это не обязательно, как мужчины думают. Женственная – это добрая, мудрая. Она в то же время и сильная внутри. Настолько. К сожалению, многие мужчины потеряли вот эту мужественность. К сожалению. И многие женщины потеряли эту женственность. Но в Боге мы это все находим. В этом завете, вот это завет с Богом. Завет. Завет. Завет с Богом. Если у нас есть завет с Богом, тогда у нас есть завет. Тогда нету этих препятствий. Этих препятствий нету. Нету. Когда у нас есть завет с Богом, тогда, как я сказал, клянусь жить с тобой. И в бедности, и в богатстве, и в здоровье, и в болезни, пока нас не разлучит жизнь вместе. Потому что нас Бог. И когда, чем дальше наши отношения от Бога заветные, чем дальше мы друг от друга, мы должны быть вот здесь. Муж, здесь жена. Вот здесь. Чем ближе у нас отношения с Богом, чем ближе у нас заветные отношения с женой, тогда мы искренние, тогда мы честные, тогда мы не натягиваем маску, мы честно признаем свои ошибки, признаем и изменяемся, каемся и изменяемся. Поэтому, заканчивая, хочу сказать, знаете, кто сможет настроить эту струну? Знаете, вот гитара есть, 2 струны. Слышали? И там Бог ее настраивает. Рука Божья ее. Знает, кого подтянуть, да? Или кого-то ослабить. Олег, расслабься. Или он так, наоборот, натягивает, знаешь. Ну-ка, внимание, будь тверд и мужественен. И он натягивает.
Если Бог не созиждет, можно Илья, последнее место Писания, вот это Псалом, который самое первое было, Псалом 126:1. Если Бог не созиждет, то напрасно мы трудимся. Если Бог не строит вот эти отношения, то все это напрасно. Аминь? Все это напрасно. Бог должен строить. И тогда эта гитара, она настраивается. Когда мы в послушании Богу и исполняем точность, я должен любить свою жену, греть ее, питать, заботиться о ней, защищать ее, свою семью. А моя жена, она должна подчиняться мне, она мне должна подтолкнуть и сказать: иди вперед, Олежка, у тебя получится, давай, давай. Она всегда так делала, потому что я ничего не умел. Она мне говорила: у тебя получится, Олежка, давай, давай, иди вперед. Знаете, слава Богу, слава Богу. Хотел бы закончить такими словами. Когда мы ценим, что нас любят, тогда мы не приписываем это к себе, а это заслуга, с кем я живу. И это, слава Богу, ты, моя Татьяна. Это, слава Богу, ты, моя Татьяна. Это заслуга твоя. Потому что я ценю, что ты меня любишь. Я очень ценю, что ты меня любишь. И это заслуга твоя. И также ты должна мне сказать об этом. Главное в семье не то, что ты берешь, а то, что ты даешь. Что ты даешь? Не берешь, а даешь. Если с этим мы будем жить, как Иисус, Он отдал свою жизнь ради нас, чтобы мы процветали, чтобы мы жили в достатке, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были благословенны, а не прокляты. Аллилуйя.